Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Выйдете ли вы еще раз замуж? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим, будет ли еще в вашей жизни брак. Ну, в хорошем смысле этого слова. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками по экрану главное, что сейчас это скрыто, то, о чем мы желаем услышать и знать. Отсыпка общая, вы все разные, мои хорошие, но здесь однозначный ответ «да». В самом корне рисунка вы в лодочке сидите и с мужчиной вместе вот якорь бросаете. Вы в лодке, он стоит на земле, причем он стоит с правой стороны. Я так понимаю, что замуж вы выйдете на территории мужчины. Да, может быть, мужчина там живет в другом городе, в другой стране, и вам придется ехать к нему, там, где он находится, чтобы выйти за него замуж. Ну вот он на земле стоит, а вы в лодке сидите, но якорь, вот он лег прямо на дно, четко показали. И еще как-то буква В поможет вам то ли встретить любимого, то ли его зовут на букву В, то ли вместе на букву В вы встретитесь, там, познакомитесь, либо, может быть, вы уже знакомы. Сейчас объясню, почему я так думаю. Вот буква В вас сводит. Если мы говорим про кириллицу, то это буква В. Если мы говорим про латиницу, то это буква Б. Б, понимаете? Вот прям как-то она вас сводит, соединяет. Я вижу, что вы выйдете за мужчину, которого вы очень хорошо знаете, либо будете знать. У кого-то из вас так и отыграется, что этот мужчина уже был в вашей жизни, и знаете вы его как облупленного, да, все про него знаете, про его там не только там характер, повадки, отношения, но и вот всю подноготню его жизни. Да, просто так вы не доверитесь, вы должны будете знать все про человека. И вот четко идет, что у одних из вас прям и отыграется выйти замуж за того, с кем вы уже знакомы, либо за того, кого вы знали в прошлом. Но у других отыграется, что это новый мужчина. Но опять же, вы выходите замуж только лишь при условии, что вы и все, абсолютно все от начала до конца про мужчину знаете. Да, нет никаких секретов, нет никаких тайн. И у вас в голове нет никаких вопросов. Так, и еще здесь идут такие знаки, которые говорят о том, что брак будет очень выгодным для вас. Я не хочу ничего там дурного сказать, но вот четко это выгодный брак, и выгодный он именно для вас. Да, выгодным станет для вас. В чем выгода? Ну вот этого я вам не расскажу. Но сундук вы обретаете. Да, может быть, мужчина очень там состоятельный. Может быть, мужчина с каким-то очень таким крутым положением в жизни. Может быть, даже выгода, что вы куда-то уедете, переедете, смените локацию, да, на более выгодную для себя, для своего будущего, выгодную для будущего ваших детей, например, да, других браков. Но вот выгодный брак для вас именно выгодный. Для мужчины идет брак по любви, прям такой безумной любви, а для вас прям на первом месте выгода стоит, ну а потом уже все остальное. Может быть, да, вы примете это предложение руки и сердца, ну так взвесите, посидите, подумайте, скажете, ну да, это мне выгодно. Мужчина мне нравится, ну что, симпатичный, там, к нему испытываю чувства. Вот, ну вот выгода у вас все-таки первая идет. Это неплохо, наоборот, хорошо.
вы без вот этих вот безумных африканских страстей, ну, голова там, руки там, да, вы сознательно идете на этот шаг, для вас все ясно, вы все можете просчитать, предвидеть, и вы соглашаетесь. Такой обдуманный, да, обдуманный брак с вашей стороны идет. Выгодный обдуманный брак. Так, для вас этот брак открывает дверь в новую жизнь, жизнь, которой вы еще никогда не жили, но, например, всегда хотели, либо мечтали. Да? Ну вот какой-то новый образ, уровень жизни, новые возможности в жизни, что-то вам откроется. Для мужчины, ну это вот прям радость, радость сердца, радость его существования. Мужчина счастливым с вами рядом будет, да, он счастье испытает. Вы в жизни его появитесь и счастливым его сделаете. Вот. Любовь между вами. Ну, сразу говорю, мужчина любит больше, женщина поначалу, по крайней мере, вот точно так отыграется, что вы любовь принимаете, больше принимаете. Нет, вы чувства испытываете, но, опять же, как я уже сказала, продуманный шаг, да, заключить брак с этим человеком без африканских страстей. Вы больше как принимающая сторона, да, вы принимаете его любовь, ну и делаете его счастливым тем, что вы с ним рядом. Мужчина, кстати, не противный, мужчина очень даже и неплохой, у него такое светлое, даже немножко как детское, наивное лицо. Ну вот он выглядит как ребенок, глазки такие симпатичные у него, красивые глаза, форма глаз, цвет глаз. Может быть, там ресницы пушистые, там красивые вот черты у него идут, вот именно глаза бросаются. Вот глаза, вам больше всего в нем нравятся его глаза, вот четко показали, как он на вас смотрит, да, своими этими прекрасными глазками. Вот за эти глаза, либо этим глазам вы поверите и точно не ошибетесь. Я понимаю, сейчас получу кучу комментариев, что вот не нравится, не подходит, но вот четко говорю, девчонки, брак зрелый, брак продуманный, и с вашей стороны это вот прям правильный шаг, да, вот подход к браку, что я там не кидаюсь в страсти с головой и будь что будет, а я именно все просчитываю, все просматриваю, все примеряю, да, я ошибиться не хочу, я страдать больше не хочу, я не хочу разбивать себе сердце, я не хочу там столкнуться с какой-то подлостью, обманом, изменой и предательством, да, я этого не хочу. Поэтому я буду делать очень ровные и медленные шаги, и именно с тем, кто вот полностью соответствует там, идеальному мужчине. Ну, по крайней мере, в ваших глазах. Вижу, что какие-то ваши знакомые женщины очень сильно вам будут удивляться в плане того, насколько вы вот прям холодная, либо вы расчетливая. Даже, возможно, вас кто-то в этом обвинит. А вы не слушаете, вы все делаете правильно. В этот раз вы точно не ошибетесь. Так, еще по поводу мужчины. Ну, плохого вы точно не выберете. Вы выберете, смотрите, как вы его будете через призму отношения к женщине, отношения к вам, через призму отношения к детям, скорее всего, у вас есть дети, и через призму его социального статуса. Да? Вот что мужчина из себя представляет. Есть ли у него хорошая работа, сделал ли он карьеру, есть ли у него там дом, машина, счет в банке, да, вы все это будете очень тщательно изучать, просматривать. Ну, правильно, да, правильно. Вы больше не делаете шаг в неизвестность, у вас вот четкий такой, как маршрут, да, дорожная карта, вот как вы будете идти, выстраивать свои отношения. Так, еще вижу, что мужчина очень много времени и сил потратит на то, чтобы вас уговорить. Уговорить на заключение, как официально, наверное, да, брак официально заключить. Может быть, вы ему будете предлагать там, типа, поживем, попробуем, потом я там решусь, зачем нам спешить, зачем нам эти штампы, зачем нам эти документы, вот в таком ключе. А мужчина прям будет настаивать, чтобы все было правильно, чтобы все было по закону, либо в этом будет какая-то острая необходимость. Да, вот не зря я вам сказала, что вы в лодке, скорее всего, ну, как, может быть, мужчина в другой стране находится, либо для того, чтобы все правильно там было, правильно оформить документы, правильно получить там вид на жительство, либо регистрацию, нужно будет именно узаконить отношения. А вы почему-то именно этого будете очень как бояться, либо избегать. Ну, попытайтесь избежать.
Может быть, у вас был очень сложный развод, и вы не хотите рисковать. Может быть, еще какая-то другая причина. Опять же, вы все разные. И вижу, что он прям очень много времени тратит на то, чтобы вас уговорить. И еще я вижу, вот тратит время на то, чтобы какой-то торжественный момент провести. Может быть, вы не захотите праздник, вы не захотите там белое платье, вы не захотите там лимузин, кучу гостей, да. Вот он вас будет на это уговаривать, что все-таки ведь это свадьба, давай там какое-нибудь более-менее платье свадебное подберем, может быть, там строгое, без всяких там фата, бантики, там бисер. В общем, мужчине захочется праздника жизни, такого, знаете, пышного празднования, а вы наоборот будете говорить: да нет, не хочу, не надо, просто распишемся, зачем нам это все. В общем, где-то вы на серединке сойдетесь. То есть и праздник у вас будет, но праздник такой вот прям для близких, для своих, а может быть даже для вас двоих. Вот что-то вы такое придумаете. Да, все-таки и вы ему на уступки пойдете, и он вам на уступки пойдет. Жить вы будете на его территории, либо на полном его обеспечении. И так можно прочитать. Да, он перед вами откроет двери своего дома, своей квартиры, либо он будет оплачивать дом, квартиру, в которой вы будете проживать. Да. Сильная характеристика этого мужчины: он умеет заботиться, он заботливый. У него очень доброе сердце и мужчина, который не жадный. Негативная черта его характера: мужчина слишком, навязчивый, наверное, в своей любви. Такой, знаете, там постоянно лезет обниматься, целоваться, там, ему нужно все время там за руку держаться. Такой, знаете, будет вам звонить по 100 раз на день, там всякие смс-очки, смайлики, там гифты вам слать. И вы такая думаете: блин, что это? Ты меня отвлекаешь, ты не даешь мне нормально что-то делать, там сериал не даешь посмотреть, там с подружкой пообщаться. Вас это немножко будет подбешивать. Но опять же, его слишком много. Вот он такой заботливый, его слишком много. Чересчур иногда будет много. Очень щепетильный, очень такой волнительный, переживательный. Там, знаете, вот гиперопека какая-то от него чувствуется. Навязчивый. Вот правильное слово, он очень сильно навязчивый. С одной стороны, мне девчонки могут написать в комментариях, что «а что же тут плохого?». А я вам так скажу: да, поначалу вас это будет забавлять, восхищать и даже будет нравиться. Но со временем вот прям мужчина не дает вам побыть наедине. Он постоянно любым образом будет пытаться вот как-то о себе напомнить, либо как-то вот до вас дотронуться. Будет вас это бесить. Вот вижу, что будет бесить. Но вы, девчонки, терпите. Мужчина золотой, и такими мужчинами не разбрасываются. Вы и сами это поймете. Так, еще. Какую-то защиту этот мужчина вам обеспечит. Вы все разные. От чего вам нужна защита, я не могу разобрать, но вижу, что он вас защитит. Обеспечит защиту, защитит, и именно рядом с ним вы себя прям почувствуете очень спокойно, очень уютно. Какие-то тревоги, переживания, все это уходит, как тени, да, в полдень исчезает. За это будете ему весьма благодарны, и это будете в нем очень ценить. Так, по поводу, когда это все с вами произойдет, когда? Как я вам изначально сказала, мужчина потратит очень много времени на то, чтобы вас, во-первых, уговорить, да, на отношения с собой. Второй момент. Много времени на то, чтобы заключить именно официальный брак. Да, он будет прям уговаривать. Потом он будет уговаривать по поводу свадьбы. То есть он очень много времени тратит, посвящает тому, чтобы вас уговаривать. А вы такая принцесса Несмеяна, такая: не хочу, не буду. Да? И он, бедненький, прям старается, с бубном вокруг вас пляшет. Давай, пожалуйста, попробуй, это же нормально, тебе понравится, я обещаю. Вот, в этом сложность заключается. Показывают единицу. Хотелось бы, конечно, сказать, что это месяц, но, скорее всего, это год. То есть, если смотрите мою отсыпочку, сейчас у нас сентябрь, да, у нас 3 сентября, то брак, именно заключение брака будет следующий год, сентябрь. Начало, середина, может быть, даже под конец.
именно вот факт заключения брака. Встреча с этим человеком у вас вот в ближайшем обозримом будущем, потому что вот в корне рисунка у нас все вышло, ваша встреча вышла. Человек, с кем вы бросите якорь, пожалуйста, с вашей, с правой стороны в корне рисунка. Ну буквально вот что у нас тут осталось до конца года? 4 месяца, да, где-то в этот срок. Вы все разные, у кого-то раньше, у кого-то, может быть, в течение там 4 дней, 4 недель, у кого-то в течение 4 месяцев. В течение. Это не значит, что через 4 месяца. В течение. Вот. Так что вот оно событие прям совсем рядышком находится. Может быть, вы уже с ним общаетесь. Может, он уже начинает вас уговаривать на все эти дела, да, на романтику, на сближение, на то, чтобы быть вместе. А вы включили нехочуху, и вот, пожалуйста, да, уже это происходит. Но вы четко показали, что выйдете именно за того, кого хорошо знаете. Возможно, уже знаете, возможно, уже общаетесь. А возможно, совсем скоро только познакомитесь. Но вы досконально все будете про него знать. Вы для него, значит, закрытая книга, а он для вас уже там не только прочитанная, но и затертая до дыр. То есть прям все будете знать. Все. И даже, возможно, то, что он и сам про себя не знает. Да, но это такой брак, когда женщина царица, императрица, а мужчина, он как на подхвате у нее. Да, верный там соратник, верный друг, любовник, защитник, добытчик. Ну, в общем, такая у него роль. И еще про таких мужчин говорят подкаблучник. Но этот подкаблучник в самом лучшем своем виде, в самом лучшем своем проявлении. Ну, девчоночки, брак будет счастливым. Вот как ни крути. Очень счастливый, очень правильный, продуманный, с вашей стороны продуманный и счастливый брак. Это то, что вас ждет. Мне очень нравится эта отсыпка. С этим мужчиной вы вместе на каком коне боевом катаетесь. Путешествовать, возможно, будете. Жизнь такая, знаете, что не нужно там ни за что думать, ни за что переживать. Как говорят, у царя за пазухой, да, жить. Хорошие знаки. И вижу, что если дети у вас есть, и дети у вас счастливые будут, и у детей очень много возможностей появится. Ну, по крайней мере, этот мужчина сможет им все это обеспечить. Ну и с вас он пылиночки сдувает. Да, немножко навязчивый. Но с другой стороны, вы четко будете уверены, что он любит только лишь вас. И ради вас, для вас он пойдет и в огонь, и в воду, и на любую жертву пойдет. Да? Потому что любит по-настоящему. Так, мои милые, искренне вам желаю личного счастья. Берегите себя. Всем пока-пока.